Часть полномочий по охране лесов предстоит перевести на федеральный уровень для борьбы с лесными пожарами, заявил в четверг президент страны на большой пресс-конференции. Владимир Путин отметил, что в этом году было достаточно много лесных пожаров, в том числе в местах, где тушить их сложно. Глава государства обратил внимание на то, что часть таких возгораний носит рукотворный характер. Лесные пожары начались в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. Площадь, которую они прошли, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. По данным лесхоза, лесные пожары причинили ущерб в 14 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет озвучена по итогам года. Процедура оформления ипотеки с использованием средств материнского капитала будет упрощена. По мнению главы государства, нужно уменьшать количество дней, которые требуются для внесения средств маткапитала в качестве первичного вклада в ипотеку или ее погашения. Сейчас в целом такие решения принимаются. Количество этих дней будет сокращено почти в 2 раза, заявил Владимир Путин и добавил, что необходимо расширять применение так называемого электронного товарооборота между клиентом, пенсионным фондом и застройщиком. И это тоже нужно будет с тем, чтобы отношения между клиентом банка и пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, с соответствующими застройщиками осуществлялись без участия человека, чтобы он только подал заявку, а банки сразу бы разобрались с пенсионным фондом, когда и сколько можно получить денег. Тогда это можно делать вообще за один день. И это можно сделать. И нужно сделать. Мы совсем недавно только с коллегами обсуждали это, мы и будем это делать. Кроме того, в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что детскую медицину в стране нужно выводить на более высокий уровень. Ранее президент отметил существенный прогресс в снижении уровня детской смертности в России. По его словам, россияне должны получать медицинскую помощь бесплатно, а дети прежде всего. Во-первых, у нас здравоохранение бесплатное, так же, как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина. Но в целом, поэтому мы и говорим о необходимости существенных изменений в первичном звене здравоохранения. В целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе и детей, и прежде всего детей. Но в подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, я уже говорил об этом, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности.